С начала пандемии общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 28 503 человека. Из них выздоровели 23 370 человек. Летальных случаев зарегистрировано 421. За последние сутки, по данным Оперштаба, коронавирус выявлен у 162 человек. Это свидетельствует о том, что болезнь в республике на спад пока не идет. Врачи в ковид-больницах и днем, и ночью работают на износ, борясь за жизни пациентов. Сухумская инфекционная больница полностью переполнена. По словам исполняющего обязанности главврача Астамура Гуния, практически каждый день с 6 утра начинаются звонки о срочной госпитализации больных, но мест нет. В настоящее время в больнице проходит лечение 43 пациента. По всей видимости, это после праздничных дней, наверное, количество людей, больных резко увеличилось. Реанимация полная, там у нас 7 коек реанимационных, 7 аппаратов, они все действуют. Естественно, они все тяжелые, есть крайне тяжелые. И в отделении как минимум около 8 человек тяжелых. Но в тяжелом состоянии, в реанимационном отделении, конечно же, более пожилого возраста, после 60 лет, вот в данный момент. Было время, когда у нас там лежал и 22-летний молодой человек. Но в данный момент, да, больше 60 лет. В отделении есть, конечно, люди более молодого возраста и в районе 30-35. Количество заболевших ковидом с каждым днем увеличивается. Врачи отмечают, что 90% пациентов, которые находятся на лечении в инфекционной больнице, болеют новым штаммом Дельта. Астамур Гуния отметил, что методы лечения кардинально не изменились, но течение болезни проходит сложнее. Если мы раньше биопрепараты, Актемра и все остальное вводили однократно, и практически этого было достаточно, сейчас другая картина совершенно. Как минимум 2 раза их приходится капать. И иногда даже от этого эффекта нет. И 3 раза приходится капать. Вот так кардинальных изменений нет. Мы сами тоже тут пытаемся вводить и пробовать разные методы лечения новые. Какие-то там, одну из групп препаратов сейчас мы ввели сами, пытаемся этим лечить. Вроде бы есть какой-то эффект. Круглосуточно в инфекционной больнице дежурят 2 врачей. Днем находится еще 2. Также заведующие отделением и главврач делают ежедневный обход. Проблем с нехваткой рук в больнице нет. Медучреждение обеспечено необходимыми медикаментами для лечения больных, за исключением отдельных препаратов. Кроме биопрепаратов, сейчас которые на слуху, все население сломя голову ищет, это Актемра, Артлегия, биопрепараты. Частично, насколько это возможно, нас снабжает государство, Минздрав. Не в полном объеме, конечно. А все остальные препараты, там очень много еще других и дорогостоящих. Всем остальным мы обеспечены полностью. Соблюдение мер предосторожности и обязательная вакцинация. Именно эти факторы позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию, убеждены медики. Между тем, процесс вакцинации проходит достаточно вяло. По данным Минздрава Абхазии, на сегодняшний день спутником Лайт провакцинировались 2998 человек. Когда люди заболевают, они нам доверяют свою жизнь, своих родственников и приходят к нам, когда заболевают. А когда мы говорим, что надо прививаться, почему-то этому они не верят. Такое парадоксальное какое-то отношение к этому. В разы уменьшается вероятность заболевания, в разы, это раз. И переносимость смертельных исходов практически у привитых не наблюдается, совершенно маленький процент. В данный момент у нас лежат 3 человека. После прививок двухкомпонентных, 2 после двухкомпонентных и 1 больная после однокомпонентного. В течение болезни легче, да, конечно, легче проходит, естественно. Медики призывают не нарушать санитарно-эпидемиологические предписания, чтобы обезопасить себя и окружающих от инфекции. Ношение масок, мытье рук, отказ от посещения массовых мероприятий по-прежнему являются основными методами безопасности. Алика Трапшира, Мукамки, Абхазское телевидение.